Добрый день, уважаемое профессиональное сообщество Республики Коми. Мы рады приветствовать участников вебинара, который посвящен рассмотрению процедуры организации республиканского конкурса «Лучший директор школы». Мы сегодня осознаем, что руководители общеобразовательных организаций включены, конечно, во все системные изменения, которые определены национальным проектом образования. Особенно важно, что конкурсное движение, которое сегодня активно развивается на уровне республики, оно выявляет лучших педагогов и, самое важное, оно выявляет лидеров педагогического сообщества. И, конечно, очень значимо для нашей республики, что в 2019 году конкурс «Лучший директор школы» будет проводиться во второй раз. Именно в рамках национальной системы учительского роста, в рамках проекта «Учитель будущего» государственная политика определяет особую значимость воспроизводства руководителей общеобразовательных организаций. Сегодня в проекте «Учитель будущего» особое внимание уделяется кадровому потенциалу нашей системы образования с точки зрения именно формирования управленческих компетенций. Тех директоров, которые сегодня уже активно работают в нашей отрасли, и тех, кто рассматривается как кадровый резерв. Поэтому, конечно, конкурсное движение по поддержке лучших управленцев нашей республики, а именно директоров школ, сегодня значимо для системы образования нашей республики. Поэтому, уважаемые директора школ, мы понимаем, что если вы сегодня являетесь участником вебинара, то вы принимаете решение принять участие в республиканском конкурсе «Лучший директор школы». Давайте внимание обратим на цель данного конкурса. Я, конечно, хочу еще раз акцентировать наше внимание, что конкурс республиканский. И он помогает нам выявить, конечно, лидеров общеобразовательных организаций, и он содействует повышению эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций именно за счет того, что конкурс позволяет определить уровень ваших профессиональных компетенций, позволяет нам увидеть, каким образом вы формируете свой передовой инновационный опыт именно в контексте менеджмента, управления различными процессами, и каким образом можно его транслировать на уровне нашей республики и, надеемся, на уровне Российской Федерации. Поэтому, конечно, цель конкурса, она соотносится с национальным проектом образования, а именно с проектом «Учитель будущего». И самое главное, что именно 4 задачи, которые вы видите сейчас на нашем слайде, они очень четко определяют направление, по которым данный конкурс имеет свое развитие. Итак, наша задача вместе с вами выявить успешную практику управления общеобразовательной организацией и публично признать личный вклад вас как директоров школ. Нам очень важно провести работу по изучению опыта управления общеобразовательной организацией, выявить наиболее эффективные практики и в дальнейшем распространить ваш опыт менеджмента на уровне Республики Коми. Еще одна из важнейших задач для нас – это формирование экспертного профессионального сообщества. В прошлом году я очень благодарна, что принимали участие в конкурсе 10 муниципальных образований. Не так было много участников, поэтому именно в этом году мы надеемся, что активное вовлечение директоров школ позволит нам сформировать полноценный реестр лучших руководителей общеобразовательных организаций.
Нам очень важно, что в этот реестр будут входить победитель и призеры, которые будут выявлены в этом году. Еще одна важная задача, конечно, это повышение социального статуса руководителя общеобразовательной организации и формирование его позитивного имиджа. Уважаемые коллеги, с точки зрения идеологии конкурса, я еще раз хочу внимание обратить, что все процедуры конкурсных испытаний, они как раз направлены на решение выше обозначенных задач. Уважаемые коллеги, мы надеемся, что вы, как участники конкурса, будете в настоящее время уже воспринимать данный конкурс как конкурс, который позволяет вам выйти на новый уровень своего профессионального развития. И мы обращаем внимание, что по положению руководители общеобразовательных организаций, которые имеют непрерывный стаж работы в должности директора по последнему месту работы не менее 1 года, и могут стать участниками данного конкурса. Но в конкурсе не могут принимать участие победители и призеры конкурсов 2018 года. Вы, уважаемые коллеги, уже будете вместе с нами включены в экспертное сообщество именно как активные участники этого конкурса в составе, надеемся, что общественного жюри. Уважаемые коллеги, я как ректор Института развития образования кратко представила вам идеологические посылы важного республиканского конкурса и более подробно о процедуре проведения данного конкурса, о каждом конкурсном испытании. В этом году мы изменили несколько конкурсных испытаний, о самом формате представления материалов. Вам представит информацию Любовь Ивановна Шкурлей, руководитель Центра научно-методического сопровождения проектов и программ в области образования нашего института. Любовь Ивановна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, сейчас мы с вами продолжим работу и подробнее познакомимся с теми требованиями, которые заложены у нас в положении о конкурсе, и посмотрим, какие же вас ждут испытания. Надеюсь, что вы уже получили документ, подписанный министерством. Да, учредителями конкурса является Министерство образования и науки и молодежной политики Республики Коми, а также Коми-Государственный, Коми-Республиканский институт развития образования. В положении заложены такие основные концептуальные вопросы, как порядок проведения конкурса, требования к составу участников конкурса, требования к жюри, виды конкурсных мероприятий, ну и непосредственно сама процедура отбора победителя и призеров конкурса. Самый первый этап – это будет заочный этап, в котором примут участие все желающие потенциальные участники нашего конкурса. И он из себя представляет описание и демонстрации решения актуальных управленческих проблем. В таком формате будет представлен, это будет эссе «Мои управленческие решения», заочный конкурс, и видеоролик «Я директор». Чуть попозже я подробнее расскажу о нем. И очный этап, в котором смогут принять участие уже финалисты, которые прошли заочный этап. И здесь будут представлены также 2 испытания. Это защита проекта программы развития образовательной организации. И новинка, которую мы включили в этом году, это разговор с министром. Давайте посмотрим, каковы же сроки проведения нашего конкурса. Итак, с 20 апреля по 1 июня мы осуществляем прием заявок и материалов на заочный этап конкурса. На нашем сайте размещена уже информация о том, что стартовал конкурс. В разделе на сайте официальном нашем конкурсы есть вся представленная информация и положение о сроках в том числе, и можно подать уже непосредственно заявку.
Сайт профессиональных конкурсов вам уже, наверное, известен, ваши педагоги активно им пользуются, потому что у нас сейчас идет много конкурсов, в том числе и для молодых педагогов, поэтому я думаю, что у вас не составит никакого труда зарегистрироваться и прикрепить те материалы, которые необходимы. С 6 по 1 июня у нас будет проходить оценка материалов заочного конкурса. До 10 июля будет формироваться рейтинговая таблица по итогам заочного этапа конкурса. И до 10 сентября уже будет сформирован список участников очного этапа. С 1 по 3 октября будет у нас проведен очный этап конкурса. И 4 октября, вы знаете, что у нас проходит 4 октября традиционно форум, да, государства, образования и общества, и в рамках этого форума будет награжден победитель и призеры. И до 30 октября 2019 года материалы победителей конкурсов будут размещены на портале «Открытое образование» в Республике Коми. Ну, давайте теперь поподробнее посмотрим, какие требования предъявляются к каждому конкурсному испытанию. Первое конкурсное испытание заочное, напоминаю, да, называется «Мои управленческие решения». Формат конкурса – это текст эссе, не более 10 страниц печатного текста, и он проводится с целью выявить возможность вас, как руководителей, осуществлять рефлексию, анализ собственной управленческой деятельности, насколько вы умеете выбирать наиболее эффективные пути и их решения в тех современных условиях, в которых находится у нас сейчас система образования. Ну и, естественно, с учетом контекста вашей конкретной организации. Оценка данного конкурса будет осуществляться по 4 критериям, и соответствие конкретному показателю будет оцениваться качественно и переводиться в систему баллов от 0 до 3 по каждому критерию, и максимальное количество баллов, которое можно будет набрать по этому конкурсу, 12. Каковы же критерии конкурсного испытания? Да, ну, в первую очередь будет оцениваться содержательность, аргументированность, оригинальность суждений авторов, ну и, конечно же, грамотность и языковые особенности текста. Более подробно вы можете посмотреть на слайде, какие непосредственно моменты будут оцениваться в рамках этих критериев. А мы перейдем к следующему конкурсному испытанию. Следующее испытание называется «Я директор». Это тоже заочное испытание. Оно будет рассматриваться, оно должно быть представлено в формате видеоролика. Длительность видеоролика не более 3 минут. Оценка будет осуществляться также по 4 критериям, и максимальное количество баллов 12. Что представляет из себя ролик, что он должен в себя включать? Да? Он должен представить вашу концепцию управленческую, где вы сможете продемонстрировать те стратегии развития образовательной организации, да, те полученные результаты, которые у вас есть. Ну и критерии давайте посмотрим, какие. Это форма исполнения, то есть насколько он у вас оригинальный, насколько сочетается материал, насколько образно сопровождение, каково техническое исполнение и так далее. Следующий критерий – это демонстрация управленческих компетенций, это ориентация на достижения, эффективные способы взаимодействия с коллективом, детьми и родителями, социум, организаторские способности. Следующий критерий – это содержательное наполнение. Понятно, что у вас ваш видеоролик должен соответствовать заявленной теме. Ну и должно быть представлено обсуждение результативности деятельности организации. И еще один критерий – это наличие личной позиции. То есть видеоролик должен быть представлен в формате разговора от первого лица и выражать личные особенности, эмоциональность, образность речи и так далее. Следующее конкурсное испытание, как я уже говорила, у нас 2 заочных и 2 очных испытания. Так вот, это испытание уже будет для полуфиналистов, да, вернее, для финалистов, которые у нас
по результатам первых 2 испытаний выйдут в финал конкурса. И формат этого конкурсного испытания – это презентация проекта. Конкурсное задание также будет оцениваться по 4 критериям, максимальное количество баллов 12. И цель этого испытания – это раскрыть умение обозначить управленческую концепцию, которая лежит в основе программы развития вашей конкретной образовательной организации, насколько вы умеете демонстрировать стратегии развития образовательной организации, прогнозировать ее результаты и так далее. Давайте посмотрим, по каким критериям будет оцениваться это испытание «Защита проекта и программы развития образовательной организации». Первый критерий – это качество представления, то есть насколько полно представление подходов к решению проблемы, краткость, четкость, ясность формулировок, наглядность представления. Следующий критерий – это ответы на вопросы. Насколько вы понимаете сущность вопроса, насколько адекватен будет дан ответ, полнота, содержательность, лаконичность ответов, аргументированность, убедительность. Следующий критерий – это оценка личностных качеств, насколько вы уверенно владеете собой, да, насколько вы настойчивы в отстаивании своей точки зрения, используете возможности импровизации, находчивые, эмоциональные. Будет оцениваться также ваша культура речи и поведения. И последний критерий, по которому будет проходить оценка, это реалистичность проектного продукта. То есть тот продукт, который вы представите, он должен быть основан, во-первых, на финансово-экономических, психолого-педагогических, материально-технических, информационно-методических условиях реализации вашего продукта в системе образования. И последнее, 4-е испытание, очное испытание, будет представлять из себя формат круглого стола с финалистами конкурса, будет проходить в форме диалога, это будет разговор с министром. Такой формат также будет оцениваться по 4 критериям, максимальное количество баллов 12. И главная цель – это оценка экспертной деятельности конкурсанта в вопросах государственной политики в сфере образования. Насколько вы эрудированы, начитаны, насколько вы знакомы со всеми новыми требованиями в системе образования. И думаю, что такой формат будет интересен и самим конкурсантам, и, думаю, тем, кто будет наблюдать за этим диалогом. Каковы критерии очного испытания? Давайте посмотрим. Это компетентность в вопросах государственной образовательной политики и современных тенденциях развития системы общего образования. Это умение соотносить актуальные проблемы образования с реальными условиями функционирования общеобразовательных организаций, умение вести конструктивный диалог. И, конечно, будут оцениваться также ваши личностные качества, то есть умение владеть собой, уверенность ваша, настойчивость в отстаивании своей точки зрения, импровизация, эмоциональная окрашенность речи и так далее. Ну что ж, коллеги, это основные моменты, которые мы с вами осветили. Если у вас будут какие-то вопросы по участию в этом конкурсе, есть какие-то сомнения, может быть, вы хотите что-то уточнить, пожалуйста, вы можете обращаться непосредственно к нам, к методистам, ко мне как руководителю центра, потому что мы курируем этот конкурс. Телефоны указаны. Давайте посмотрим, я на первом слайде указала все контактные данные, телефоны. Также есть эта информация и в анонсе, размещенном на нашем сайте, и в разделе «Конкурсы», и, соответственно, непосредственно на сайте профессиональных конкурсов, где эта вся информация представлена. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание, и ждем вас, надеемся на ваше активное участие. Всего доброго.